Всем привет, ребят! Утро 17 октября. Уже немножко начало рассветать, без 5:06. Ну, ночь прошла нормально, спали хорошо. Печка разгорелась, опять дрова разгорелись. Это уменьшить поддувало. Сегодня у меня будет одиночный поход. Собаку не буду брать с собой. Погода, конечно, такая, скажу вам, не очень хорошая. Но все равно схожу на рябчиков, посвящу там, может по пути там удастся добыть. Такую погоду с собакой не хочется тоже идти за глухарями там. Подожду более хорошую погоду. Не знаю, будет ли она вообще. Что-то каждый день опять дожди. В общем, завтракаю и выйдем на улицу, посмотрим погоду, покажу. Сейчас пью чай, ем макароны вчерашние. Немножко аппетита так особо нету, но все равно надо хоть немножко поесть. Кашу сегодня не стал варить. Сегодня будут макароны. Между прочим. О, дождик пошел. Дождь пошел, ребят. Вот вам и погода. Вышел на улицу и дождь идет. Вон бездельник. Даже не пищит, чтобы я взял ее. Он просто нагулялся. Он не будет лаять, что я ушел. Он просто будет лежать, будка отдыхать. Приду, отпущу, а сейчас пусть на поводке пока в будке посидит. Ну что, ребят, вот такие дела. Такой моросящий дождь. Мелкий дождь. Ну, рассвело сейчас уже. Можно идти, выходить в тайгу. 6 часов 20 минут время. Мешкать не будем. Ладно, схожу. Охота на рябчиков. Охота на рябчиков. Схожу до вырубки. Потом от вырубки по просеке пойду к реке. В общем, и вдоль реки буду подниматься. Вся надежда у реки, там рябчики вроде как были. Но капец погода. Хорошо, что плащ одел. Давайте. Приятного вам просмотра, ребят. Целый день впереди. Может, кого и увидим, да удастся добыть. Откликнулись два рябчика. Один справа и один слева. Слышите? Пойду дальше. Эти близко от избы. На другой день оставлю. Какой-нибудь ясный день еще посвящу. Надо идти. Не подлетают. Куда-то вон туда сел. Опять перелетел. Поздно увидел. А вижу, увидел. Есть. Меж веток стрелял.
Так. Ориентир бы не потерять. Блин. Так сел, что не очень хорошо видел. Так. Где-то под этими деревьями должен быть. Хорошо упал. Смертельно попадать не должно быть. Где-то в этих деревьях, под этими деревьями. Так. Внимательно надо смотреть. Ориентир не потерял. Так. Как-то отметить надо. Так, ребят, я не вижу. Блядь, выключился, вон он. Выключил камеры, сразу увидел. Ну вот. Отличный выстрел. Не знаю, в кадр попал или нет. Съемка стрельбы на первая добыча. С добычей нас. Начнем с малого. Погода не очень, но первого добыли. Идем дальше. Этот рябчик сам себя предал. Как бы шел, я на верхушку тоже деревья смотрел. И вот чисто на глаза попал. Хорошо, что здесь сосны. В ельнике бы я его не нашел. Он где-то метров 70 пролетел и сел. Заметил, но не успел выстрелить. Потом перелетел и все четко получилось. Бля, сегодня вообще темно на улице. Елку куда-то сел. Не увидишь что-то. Так нет его на север.
Да, не взять. Второй тут к нему подходил на... Пусть летает. Второй рябчик, ребят. Как-то шел и услышал, как они по-своему там пить-пить-пить. Короче, кричат, не свистят ни хрена. Вторая, наверное, самка. Я думал, тут один рябчик. Я, короче, его не видел, рябчика. Рябчик улетел, он туда сел, я к нему подхожу, и вдруг с правой стороны услышал еще пищание вот этого. И я его увидел. Но он так встал. Там как рогатина, ветка. И за эту ветку, ну, диаметром, наверное, 3 сантиметра эта ветка. В середине туловища, посередине туловища эта ветка стоит, и все. Не выстрелить ничего. И, короче, шевельнулся я. Вот от моего шевеления он сдвинулся, немножко сдвинулся, и удалось добыть. Ну, с добычей нас. Вот такой рябчик. Хорошая добыча. Идем дальше. Только вот так, когда натыкаешься на птицу, можно еще как-то смотреть, найти, искать, подойти и попытаться добыть. А на свисток вообще не подлетают. Не подходят, не подлетают. Здесь, скажу вам, этот участок я вообще просто сердце не на месте, когда я прохожу здесь. Здесь для меня это страшный лес. Не знаю почему. Вот, когда с собакой еду, сейчас вот по спине какой-то холодок. Вот такое ощущение вот здесь, как будто звери какие-то всякие разные страшные. Ну, кто ходит по тайге, он понимает. Любой грибник, наверное, когда ходит по лесу, где ему страшно. Вот. И это оружие вам никогда не поможет. Скорее бы пройти все через это. И там будет сосновый лес. Да и сегодня весь путь такой у меня. Но этот участок мне не нравится почему-то. Не полюбил я этот участок. Место такое тут, фу. Но приходится ходить, добывать птицу. Другого варианта нету. В общем, с добычей. Мои старые зачесы. Вот они. Давно уже когда-то делал тут переход. О, блядь, здесь гнилой участок, конечно. Но постоянно на середине пути где-то я зачес теряю. Обновить надо. Навигатором обновить. Потому что это для меня стратегически важная тропинка тоже. Могу по этой тропе, скажем, когда пешком иду с первой избы, здесь самый хороший вариант для меня, самый легкий добраться. Меньше сырости попадает. Бывает по километру, по несколько километров идешь по такой воде. А здесь этот участок самый короткий. Иду так тихо. Ну не спеша, я имею в виду, блядь, потел. Внутри одежды потею, сверху дождь идет. Вот старый зачес мой. Куда-то он туда идет. Здесь все равно никого нету.
свистеть, ни рябчикова, ни хрена. Что так? Включился. Вот почему теряется зачес. У меня вот зачес, ребят. И смотрите, эта елка просто уже высохла. И время, может, год или через год, или в этом году он просто свалится. И то когда ты идешь, и ты не видишь этого зачеса. У тебя нету зачеса. Потом так, пару градусов ты просто не туда пошел, и все, поехал. Это можно потеряться быстро. Вот, вон он. Можно быстро потеряться, когда нету солнца. Нету солнца. Запросто можно там. О, блядь. С деревьев сколько воды. Корень так шатнул. Все дерево дернулось, и вся вода идет, блядь. Так, иду. Пока все хорошо вижу. Да, надо обновить зачесы. Почаще надо в таких местах. Прям на каждом дереве, чтобы зачес был. Для удобства. Не хочется в такую погоду лишние сотни метров, блядь, блуждать. Надо как-то идти. Лучше прямо, чтобы было все. Все держит на. Ё-моё! Зацепился капитально я. Что за фигня на? Оптический прицел. Оптический прицел, ребят. Держит меня. Ладно, короче, иду дальше. Вот такие дела. Ясный, солнечный, морозное утро. 100 раз веселее ходить в тайге. 100 раз интереснее. Ну, это осень в этом году, конечно, капец. Самая дождливая осень, блин. Ну, давно уже такое не было. Были года тоже, когда охотились в такую погоду. Не в непогоду, блин. Но каждый год надеешься на лучшее. Ху-ху. Вот присмотритесь, ребят. Столько сотен тысяч, миллион деревьев. И ни одной рябины за всю охоту я не видел. Но я вам покажу сейчас и удивлю вас. Я сам в шоке. Ребят, смотрите. Вот. Рябина. Кустик я не знаю. Кустик вот. Я думал, это из-под земли такой росток. Нет, вот оказывается, вон он. И рябина. Вот это да. Надо же так. Первый, единственный. Больше, наверное, не увижу здесь. Единственный кустик. Такой вот. Кисточка такая, или как называется, вот это, рябина. Какой-то птица повезет, может будет клевать. А так в тайге вообще нету. В деревне, в селе у нас очень много прям деревья, ветки ломают из-за урожая рябины. А в лесу в этом году вообще нету. Поэтому и рябчиков нету в этом году так много, как обычно бывает. Да, удивило это дерево, конечно, меня. Вот это сушина, короче, придавила вот это дерево. И поэтому как-то рябина повезло. Надо спасти этот куст. Что-то меня жалость взяла она. Вот. Может выпрямиться время от времени. Ну, придавила вот этим елкой. Елка ломает зимой очень много. В этом году в моих походах даже 3 случая уже было. 3 точно было. Как во время похода вот так дерево валилось. Вон, смотрите, сломала тоже. Опасно по таким местам ходить.
Просто не ожидаешь, откуда может дерево на голову прилететь. Опасно. Все-таки, ребят, медведь ходит. Здесь разворошил этот муравейник. Видно, не сегодня, не вчера, и может неделю назад уже. Но факт, что по тем брусничным кустикам видно, что это было осенью. Вот такие дела. Ну, так помёты я встречаю только вот старые, свежих пока нет. Да и фиг с ним. Больно надо. Но. Да, паутина там уже, ну да, они свежие. Угу. Пересечение кварталки. Вот. Все очищено. Там тоже. Прям я возле столба стою. Вот квартальный столб. Вот. Метр 20 примерно, наверное. Или метр 15 высотой. Где-то в той стороне слышу. Вроде косачи такуют. За осень первый раз услышал. Но им такая погода самая то. Весной особенно. Когда дождь, туман. Они с ума сходят прям. Видите, как красиво все. Чистили тут пару лет назад. Вообще класс. Там бурелом невозможный был. Но я на эту кварталку еще сегодня встану. Сейчас буду ходить еще по тайге и еще пройдем по этой кварталке. Такие дела. Тишина. А, немножко ветер. Да. Чуть-чуть шатануло деревья. Может разгуляться погода. А то вообще, не знаю. Как-то, как будто уже вечереет, темно. Везде муравейник разбитый. Каждый муравейник везде. Здесь Мишка живет где-то, значит. Или жил. Где у них берлоги. Где-нибудь, наверное, где спокойно, где люди не ходят. Примерно в таких местах. Вот так. Ладно, идем дальше. Вон тут слева вырубка. Здесь, ребят, просека. Короче, по тайге прошелся. После последних съемок я, прошел, наверное, пару километров. Ни одного взлета такого под выстрел не было. Только в одном месте 2 рябчика. Пара была. Самец и самка. Какой таком гуща. И ельника там было. Подходил, но я не нашел их. Улетели. Сейчас по этой просеке пойду прям до реки. Где-нибудь надо чай попить. В горле пересохло. И буду уже к избе идти вдоль реки. Последняя надежда там еще рябчика увидеть. Рябчики, значит, или у дороги, или у реки. Возле трасс, дорог, где молодые кустарники, березы. В гуще леса тут, оказывается, их нету. В гуще тайги. Или есть, но молчат. Надоело свистеть. Буду тупо идти. Если подниму, как получится, буду добывать. Давайте сейчас, пока я выключусь, мимо просеки так спокойно пройдусь. Может, глухаря подниму. Бывает, встречаю тоже тут.
время от времени тоже сюда они выходят. Ладно, надо идти. И где-нибудь надо чай попить. Короче, пустота. Тишина, ни одного взлета. Самое главное, я увидел здесь, по этой вырубке у меня бураница. Я к избе прям пересекаю я эту вырубку. Проезжал раньше. И я смотрю, тут больше не проехать. Заросло капец, стена леса стала там. Большие сосны уже стали и береза. Там за ручьем надо вообще не проехать. Будем искать другой путь. Такие дела. Что-то вообще штиль. Ветра вообще нету. Какая-то странная тишина, блин. Повалило деревья, смотри. Так сам по себе, в принципе, просека нормально чистая. Брусника прям под ногами. Ой, вот это вкусно. А сейчас я пью чай. Чай с брусникой. Сразу ягоды туда положил. Ну, морс. Быстрый морс. Ягода сразу в рот залетает, и такая кислинка. Вкусно. Выбрал место, сел, капает прямо на меня. Смотрите, сколько смолы там на зачесах. Если лиственницы там вот эти смола, у лиственницы вкусная смола, а у елки нет, она крошится и горчит. В общем, пью чай и дальше идем. Кайф закончился, ребят. Все, началась жопа. Здравствуй, жопа, Новый год. Ой, блядь. Шумливо, конечно, иду. Да. Там, смотрю, тоже подсад. Я думал, там подъем какой. Тут непонятно что. Так, ну, пробираюсь к реке. В принципе, ну да, там хорошее место уже. Вроде бы. Ой, блядь. Так. Рябчиков пока не видать. Так. Вон там хорошее место. Туда я пойду. Навигатор не стал включать. Примерно ориентировочно иду. В принципе, думаю, правильно. Жесть. Конечно, тут ходить. Ну, местами будут хорошие места, думаю. Надеюсь.
Буду обходить. Спокойно, не спеша буду идти. Ну да. Более-менее уже терпеть можно. Это не по трассе шастать. Фу. Так. Ладно, идем. Смотрите, чага какая хорошая. Вон он. Обалдеть. Сколько заварки тут. Ай, блин. Вообще жесть. Я думал, здесь хорошее место. Да нифига. Смотрите. Раз, два, три, четыре, 5, 6. Здесь просто 10 килограмм этой чаги. Да. Чаги много. Видите тропинку? Охотник должен увидеть вот. Вот прям идет. Где-то впереди по пути рябчик свистанул. Там или озеро, ребят, или река. Это тропинка выдры. Многолетняя, уже 10-летними ходит тут. Так что хорошо свистит. Прям по пути нам. Вообще здорово. Хоть один есть. Опачки. Еще один. Подлетел вроде сюда. Тут пару штук. Сейчас надо посвистеть.